حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحى والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. Следующий вопрос спорный. И относительно этого вопроса ведутся диспуты между суфиями и другими. Вопрос тавассула посредством пророка и особенно праведных людей. Прошу вас, уважаемый господин, разъяснить это. В первую очередь следует знать, что тавассуль не входит в круг вопросов тассауфа. Это большая ошибка думать так. Тавассуль не входит в тассауф, обратите на это внимание. Если мы хотим классифицировать любой шариатский вопрос, то прежде чем ответить на него, следует иметь представление о нем, к какой части шариата он относится. К тавхиду, к фикху или тасауфу. Необходимо классифицировать, а потом описать. Если это вопрос фикха, то узнать, в какую главу фикха он входит. Далее, следует посмотреть на хукм Аллаха и потом отвечать спрашивающему. Вот эти 4 момента. Любой шариатский вопрос, относительно которого выносится фетва или простой ответ, должен пройти через эти 4 операции. Как об этом говорит наш шейх муфти Египта Али Джум'a. Итак, первая операция — иметь представление о вопросе, вторая — описать вопрос, третья — взглянуть на хукм Аллаха относительно этого вопроса, и четвертая операция — посмотреть на фатва относительно вопроса. А бывает так, что фетва может противоречить хукму Всевышнего. Как так? Что фетва может отличаться от хукма? Да, например, какой хукм относительно распития спиртного? Это харам. Хукм относительно этого харам. Но приходит человек и говорит, что упал самолет в пустынной местности. Я был близок к смерти и не нашел ничего, кроме спиртного. Можно ли мне его пить? Мы говорим, да, можно. А возможно, он должен был выпить, чтобы выжить, если что-то другое не нашел. Итак, хукм Аллаха запрещает, а фетва разрешает. Иногда фетва противоречит хукму Аллаха. Далее, следует знать, что вопрос тавассуля не является вопросом тассауфа. Тассауф или наука об очищении — это та наука, которая заботится о праведности сердец. Иными словами, как человек отказывается, избавляется от болезней сердца и как принимает качества, приводящие к довольству Аллаха. Это и есть тассауф. А тавассуль входит в вопросы фикха. Это вопрос фикха, вопрос халал и харама. Это большая ошибка некоторых, кто говорит от имени науки. Они относят вопрос тавассуля к акиде, говорят, что есть опасность ширка. Это глупости. Извините за выражение, но это глупости. Та часть, которая касается акиды, отсутствует в сердцах мусульман. Чтобы тот, кто совершает тавассуль, кому-либо был убежденным, что тот, посредством которого совершается тавассуль, своей сущностью может помочь или навредить помимо Аллаха. Есть мусульманин, который верит в это? Есть ли мусульманин, каким бы невеждой он ни был, из числа тех, кто совершает обход вокруг могил? Послушайте, совершать обход вокруг могил харам. Нельзя совершать обход вокруг могил. Обход возможен только вокруг Каабы, но обход не является ширком. Уважаемый, как так? Да, не является ширком. Совершение обхода вокруг чего-то не является поклонением ему. Если бы обход вокруг чего-то считался бы поклонением ему, то мы все стали бы мушриками, ибо мы совершаем обход вокруг Каабы. Мы что, поклоняемся Каабе? Это не вопрос акиды. Когда человек убежден в том, что кто-то может помочь или вредить помимо Аллаха, то это и есть вопрос акиды. То есть нельзя верить в то, что живые или мертвые могут причинить вред или пользу сами по себе. Если мы поймем смысл слов помимо Аллаха или наряду с Аллахом, то мы исправим это выражение, сказав, что мертвые и живые равны в хукме. Эта часть касается акиды. А такого нет у мусульман. Нет мусульманина, каким бы невежественным он ни был, убежденного в том, что усопший или живой может принести пользу или вред помимо Аллаха. Далее идет вопрос, приносит ли Аллах пользу или вред посредством живых или мертвых. Значит, здесь мы вышли за рамки вопросов основы акиды. Так ведь? Вопрос перешел в плоскость второстепенных вопросов акиды, а именно, польза бывает или нет. А отсюда вытекает хукм фикха, а именно, разрешается или не разрешается это делать. Итак, это второй момент. Значит, это не является вопросом ни тасауфа, ни акиды.
Тавассуль входит в круг вопросов фикха. На этом стоят большинство ученых Ахлю Сунны валь Джамаа. Ученые Ахлю Сунны валь Джамаа говорят об этом. Каков же хукм тавассуля? Тавассуль имеет несколько видов. Тавассуль посредством Аллаха, говоря одним словом, это разрешено и даже желательно, а иногда обязательно. Тавассуль посредством благих деяний. Например, «О Аллах, я обращаюсь к Тебе посредством милостыни. О Аллах, если я дал ее искренне ради Тебя, то сделай то-то» и так далее. Подобно тем, кто оказался в пещере, это известная история. Тавассуль посредством деяний является разрешенным. Следующий вид — это тавассуль посредством праведников. Это тавассуль посредством хороших людей, будь то пророк или сподвижник, или праведник, или вали. Будь то живой или мертвый, разрешен согласно мнению большинства Ахлю Сунны. Послушайте эти слова. Большинство Ахлю Сунны разрешает это. Из числа предшествующих ученых не отошел от этого мнения никто вплоть до 8 века. В 8 веке только Ибн Таймия, а он был ученым. Следует соблюдать адаб в отношении ученых. Он был ученым с хорошей памятью. Однако его шейхи и ученые-современники пренебрежительно отнеслись к нему, указывая на то, что он не углубился в изучение вопросов, подобных этому, хотя и читал он много. Подобно этому вопросу тавассуля и другому совершения путешествия для зиярата к пророку, саллаллаху алейхи вассалам. Также вопросу фетвы дозволенности убить того, кто прочел вслух, нет. Об этом никто не говорил, а это есть в его книге Фатава. Его спросили о том, кто читает вслух нет для молитвы. Он сказал, что его заставляют каяться, а иначе убивают. Как так? Как это убивает? Такое не говорил никто, это противоречит иджмау ученых. Он в этом вопросе ошибся, это нормально, никто из нас не является безгрешным. Никто до Ибн Таймии не говорил такое, никто до него не отрицал тавассуль посредством праведников, будь то живые или мертвые. Усман ибн Ханифа сказал, один человек пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, и сказал: «О посланник Аллаха, проси Аллаха, чтобы он вернул мне зрение». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, ответил: «Я это сделаю, но если ты потерпишь, будет лучше для тебя». Он повторил: «Попроси Аллаха, чтобы он вернул мне зрение, о посланник Аллаха». Он ответил: «Соверши омовение, затем 2 раката». То есть он не будет сидеть возле посланника Аллаха. Затем идет дуа, смысл которого таков: «О Аллах, поистине я прошу Тебя и обращаюсь к Тебе через Мухаммада, пророка милости. О Мухаммад, о Ахмад, о Абуль Касим, я обращаюсь через Тебя к Аллаху, чтобы вернуть зрение. О Аллах, даруй мне его шафаат ради его высокого положения возле Тебя». Это посланник Аллаха научил человека совершать тавассуль. Но если скажут, что это было при жизни, а не после смерти пророка, мы говорим, это хукм общий, а чтобы сказать, что он частный, нужно доказательство этому. Он говорит, что доказательством является то, что Умар совершил тавассуль посредством Аббаса, и что оставление Умаром тавассуля посредством посланника Аллаха является доказательством недозволенности. Мы говорим, что такое никто из ученых усуля не говорил. Это новое изобретение. Оставление может рассматриваться в шариате только при наличии контекста указания. Иногда говорят, что тавассуль разрешен, но только посредством посланника Аллаха. Мы говорим, что на возможность тавассуля не только посредством посланника Аллаха указывает тавассуль Умара посредством Аббаса. Это приводится в Бухари. Посмотрите, кто лучше, Умар или Аббас? Ну же, Умар, конечно. Мы недавно об этом говорили. Кто самые лучшие сподвижники? Абу Бакр, Умар, Усман и Али. Значит, сподвижник Умар лучше, чем сподвижник Аббас. Но тогда почему он совершил тавассуль посредством Аббаса? Потому что он дядя посланника Аллаха, он из его семейства. В действительности, это тавассуль посредством посланника Аллаха. Имам Ибн Хаджар Аскалани в комментариях к хадису о тавассуле в Сахихуль Бухари в книгу Фатхуль Бари во 2 томе, кажется, в главе о прощении дождя он пишет, что человек остановился возле могилы посланника, а это было время правления Умара. Он сказал: «О посланник Аллаха, проси дождя своей умме, поистине она попала в беду». Это живой человек обращается к посланнику Аллаха, а посланник уже перешел в дом ахирата, к Аллаху. Они же пророки, они живы в своих могилах. Он обращался к посланнику Аллаха. Здесь он не просто совершил тавассуль, а просил помощи, говоря: «О посланник Аллаха, погибло все, постигла беда, проси для нас дождя, о посланник Аллаха». Затем он ушел и увидел во сне посланника Аллаха. Сейчас кто-то придет и скажет, что эти приводят сон в качестве доказательства и так далее. Обратите внимание, доказательством является не сон.
Но все же он видел посланника Аллаха, в котором тот передал: «Сходи к Умару, передай приветствие и скажи, что у вас пойдет дождь, и передай, что ему следует быть умным». Тогда он пошел к Умару и сказал, что совершил тавассуль, попросил дождя и так далее у могилы посланника Аллаха. И он во сне явился ко мне и сказал это. Тогда Умар отвечает: «Я сделаю все, что в моих силах». Здесь в качестве доказательства приводится не сон, ибо сон, если даже увидят посланника Аллаха, сон не является законом, не является причиной для законотворчества. Доказательством является то, что этот человек это действие совершил, а этот хадис достоверный, и об этом пишет Ибн Хаджар аль-Аскалани. Доказательством здесь является подтверждение Умара этого действия. Вы думаете, что если бы это было ширком или новшеством, как некоторым кажется, разве Умар промолчал бы? Разве он сказал бы, что сделает все, что в его силах? Он бы возмущался, говорил, что это запрещено. Он более чем кто-либо ревностно относился к запретам посланника Аллаха. Некоторые вносят сомнения в этот рассказ, говоря, что Хафиз ас-Захаби посчитал неизвестным передатчика этого хадиса, Табиуна Малика ад-Дарара. Некоторые возражают, говоря, что передатчик неизвестен. Извините меня, но эти слова не стоят чернил, которыми они написаны. Тот, кто приводит эти слова ас-Захаби, хорошо не изучил данный вопрос. Сам Хафиз ас-Захаби для него является неизвестным человеком. Есть правило: тот, кто передает или запомнил, является доводом в отношении того, кто не помнит или не передает. Ученые Джарх ва Та'диль приводят жизнеописание Малика ад-Дарара. Они говорят, он был казначеем мусульман во времена правления Умара, в том смысле, что он был безупречной репутации, преисполненный знаниями человек. Умар доверил ему казну мусульман, ибо он был с отличной памятью, очень справедливым человеком. Те, кто передают и запоминает из числа мухаддисов, являются доводом в отношении тех, кто не является таковым. Нет пылинки на этом рассказе, она достоверна. Итак, тавассуль посредством праведников, будь то живой или мертвый, разрешается возле большинства ученых Ахлю-Сунна. Исключением является Ибн Таймия и те ученые, которые придерживаются его школы. Это те, кто учился у него, подобно Ибн Каиму. И так в последующем, это некоторые ученые Саудовской Аравии или те, кто учился у них. Мы всех уважаем и любим всех, но это есть частное мнение, которое не соответствует мнению большинства ученых Ахлю-Сунна валь-Джамаа. Все-таки осталось маленькое сомнение в этом вопросе, что мертвый не может помогать или же вредить. Субханаллах, а что живой может принести пользу или же вред? Если речь идет о помощи или вреде помимо Аллаха, если веришь, что мертвый и живой не могут принести пользу или вред помимо Аллаха, то это правда. Но убежден ли ты, что живой приносит пользу или вред помимо Аллаха? Уважаемый, тогда исправь свою акиду, опасность выжидает именно тебя. Мы убеждены, что ни живой, ни мертвый не принесут ни пользу, ни вред помимо Аллаха. Но тогда почему вы совершаете тавассуль? Уважаемый, когда мы совершаем тавассуль, мы не ожидаем от них ни вреда, ни пользы. Мы ждем пользу или вред от Аллаха. Хорошо, тогда почему ты не обращаешься к Аллаху прямо? Да потому что Аллах научил меня посредством своего пророка этому адабу. Почему мы совершаем тавассуль? Ведь Аллах близок. Если мои рабы спросят тебя, то я близок, отвечая на зов молящегося, когда он взывает ко мне. Аллах не нуждается в посреднике? Да, правильно, Аллах не нуждается в посреднике. Аллах также не нуждается в молитве. А что, нуждается разве? Наш Господь что, нуждается в молитве? Пречист Он не нуждается ни в чем. Наш Господь нуждается в посте? Нуждается в нашей милостыне? Аллах может дать пропитание бедным, даже если им не дадут милостыни. Он нуждается в нашем чтении Корана. Наш Господь не нуждается ни в чем, Он самодостаточен. О люди, вы нуждаетесь в Аллахе тогда, как Он самодостаточен. Это мы нуждаемся в молитвах, поэтому мы совершаем обязательные молитвы. Мы нуждаемся в приближении к Аллаху, поэтому соблюдаем пост. Мы нуждаемся в милостыне, поэтому раздаем милостыню, как обязательную, так и желательную. Мы также нуждаемся в тавассуле. Ты откуда это взял? Молитва и милостыня прописаны в законе Аллаха. Да, но и тавассуль прописан. Ты что, не услышал только что хадис посланника Аллаха? Ты не услышал, что Умар совершил тавассуль посредством Аббаса? Умар что, не знал, что Аллах не нуждается в посреднике? Почему Умар обратился к Аллаху посредством Аббаса, а не прямо? Значит, вопрос неправильный. Прежде чем ответить, вопрос создает ложные сомнения в умах людей. Тавассуль совершается не потому, что Аллах нуждается в нем, он совершается потому, что мы нуждаемся в адабе в отношении Аллаха. Что же означает совершить тавассуль?
О Аллах, мы знаем, что Ты близок, но стесняясь Тебя из-за упущений своих, я обращаюсь к Тебе посредством одного из Твоих любимцев. Это же самое случится и в судный день. Вы не прочли хадис о шафаате? Его передали Бухари, Муслим и другие, он достиг высшей степени достоверности. Хадис о шафаате, когда усилится печаль людей в судный день до их разделения, к кому же они подойдут? К Адаму. О Адам, заступись за нас. А в вводной версии Аль-Бухари, Сахихи, нескольких версий говорится, они попросят помощи истигаса у Адама. Субханаллах. Человек допускает тавассуль и истигаса в этом мире и допускает судный день, но запрещает между ними. Как так? Ведь разрешается просить помощи Адама в ахирате, а также разрешается просить своего друга здесь же принести мне воду, когда наступит время ифтара. Также разрешается сказать: «О Адам, заступись за меня». Можно сказать это тому, кто в этом мире. Также дозволено сказать в ахирате. И ширком является, если я скажу это тому, кто в могиле. Что это за знания такие? Как это принять? Говорят, что будут просить Адама помочь заступиться за людей. Когда мы придем в судный день, мы что, не будем знать, что Аллах не нуждается в посреднике? Да мы все знаем, что Аллах не нуждается в посреднике. Я ближе к вам, чем ваша сонная артерия. Он близкий, Он отвечает на зов молящегося. Почему тогда пророк рассказал нам, что все мы будем это делать? Почему? Потому что они имеют степень возле Аллаха. Аллах избирает из числа своих рабов того, кого хочет. Пречист Он, велик Он. Аллах избрал Адама, избрал Нуха, избрал Мусу и всех пророков. Аллах в Коране сказал: в тот день, когда Джибриль и ангелы станут рядами, не будет говорить никто, кроме тех, кому позволит милостивый, и говорить они будут правду. Ладно, этому разрешил Аллах? Мы говорим: нет, в этом месте не разрешили им. Не говорим, что разрешили. Нет, им не разрешили говорить. Весь мир, общины идут к Адаму и говорят: «О Адам, ты отец людей, заступись за людей». Он скажет: «Я не знаю, что сделают со мной сегодня, я поел с дерева. Господь мой охвачен гневом так, как никогда не был прежде и не будет впредь. Идите к другому». Если бы это было ошибкой или ширком просить шафаат кого-либо, кроме Аллаха, подобно тому, как учат некоторые люди, пусть Аллах наставит нас и их, они путают акиду и умы людей. Если бы было так, то разрешили бы Адаму говорить: «Идите к другому». Как так? Адам будет призывать к ширку? Если прошение шафаата от людей было бы запретным, то Адаму следовало бы сказать: «Не просите у меня шафаат и не просите у других, просите у Аллаха». Но этот хадис достоверный, мутаваттир. Адам говорит: «Идите к другому», и они идут к Нуху, а он говорит: «Я не знаю, что сделают со мной сегодня. Идите к другому». Они идут к Ибрахиму, и он говорит: «Я не знаю, что сделают со мной сегодня. Идите к другому». К Мусе он говорит также: идут к Исе: «О Иса, ты рухулла», его слово, которое он дал Марьям: «Заступись за людей». Он говорит: «Я не знаю, что сделает со мной мой Господь, он охвачен гневом так, как никогда не был прежде и не будет впредь. Идите к другому». И они идут к нашему господину Мухаммаду, к вашему имаму, господину, заступнику. О посланник Аллаха, мы ходили туда и туда, заступись за людей. Ведь он пришел с таухидом, он избран для таухида из числа людей. Если бы речь шла, как говорят некоторые, о запрете или ширке прошения заступничества, пусть Аллах убережет нас от этого, то он должен был бы сказать: «Нет, не просите у меня этого, просите Аллаха, чтобы он принял мое заступничество за вас». У имама таухида, нашего господина Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, он разве согласится с ширком? Что же сказал, саллаллаху алейхи вассалам, когда у него попросили заступничество? Он сказал: «Я для этого». Да благословит Аллах того, кто говорит такое, когда ни один приближенный ангел, ни один пророк не сможет это сказать. «Я для этого». Разве в нашей жизни мы не можем просить его высоким положением? Ведь он говорит: «Я для этого», саллаллаху алейхи вассалам. Вы хотите Коран и Сунну? Это и есть Коран, это и есть Сунна. Это и есть доказательство, на чем стоят большие мухаддисы уммы, большие факихи уммы из числа ханафитов, маликитов, шафиитов и хамбалитов. А имам Ахмад пошел еще дальше, разрешив принести клятву именем посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, в отличие от других имамов. Обратитесь к книгам хамбалитов, таким как Аль-Мугни. Он говорит, что клятва, принесенная именем посланника Аллаха, считается, и тот, кто клялся посланником Аллаха и нарушает клятву, должен искупить нарушенную клятву. Имам Ахмад совершил ширк?
Да убережет меня Аллах, это имам Ахлю Сунны. Значит, вопрос ошибочен. Тавассуль разрешен, желателен и возможен посредством живых и мертвых, будучи убежденными в том, что ни живой, ни мертвый не может принести пользу или вред помимо Аллаха. Почему мы совершаем тавассуль? Для соблюдения адаба в отношении Аллаха, ведь Он установил это правило для нас через посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам. Более того, тот аят, который приводит те, кто запрещает тавассуль, а именно слова Аллаха: «Если тебя просят мои рабы, то я близок, отвечаю на зов просящего, когда он просит меня», то я должен сказать: уважаемые братья, читайте немного грамматики. «Если тебя спросят» — это предложение условия. Разве может быть условие без следствия? Ну же, уважаемые студенты, может быть предложение условия без предложения следствия? А где предложение следствия? Оно «я близок». А где глагол условия? Если что, если спросят. Спросят кого? Если спросят нашего господина Мухаммада, речь обращена к нему. То есть, если тебя спросят, то есть Мухаммада, обо мне, то я близок. То есть, если просящий придет через твои врата, то я близок. Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха принимающим покаяние и милосердным. Значит, приближение к Аллаху, нахождение Его принимающим покаяние, привязано к приходу к посланнику Аллаха, привязано к испрашиванию им прощения грехов. Саллаллаху алейхи вассалам. Это и есть Коран, это и есть Сунна. Некоторым людям это не нравится. Ничего, не делай, если не нравится, но и не отрицай действия людей, которые соответствуют Корану и Сунне. Также обращаюсь к тем, кто любит тавассуль. Не проявляйте чрезмерности в этом. Пророк совершал тавассуль, сподвижники совершали, табиины и семейство пророка совершали тавассуль. Но тавассуль относительно других их молитв занимал незначительное место в их обращении к Аллаху. Чрезмерности во всем этом не должно быть. Должны соблюдать умеренность. Уважаемый шейх, да благословит вас Аллах и воздаст вам добром. От имени всех присутствующих выражаю вам слова благодарности и просим вас завершить эту встречу молитвой. До того, как прочитать дуа, хочу попросить вас кое о чем. Если в данном моем ответе увидели хоть какую-либо силу довода, то не используйте это в качестве возможности ругать тех, кто не согласен с вами. Обратите на это внимание. Мюрид не должен ругаться даже с теми, с кем он не согласен, и даже с кафиром. Если те, кто с вами не согласен, обвиняет вас в куфре, в нововведениях, оскорбляет вас, не злитесь на них, не питайте к ним вражду. Ведь нас обидели наши братья. Ведь наши братья смотрят на нас пренебрежительно. Не проявляйте вражду к ним, если даже они проявят к вам. Если ты протянешь ко мне руку, чтобы убить меня, я все равно не протяну руки, чтобы убить тебя. Так говорится в Коране. Это наш путь. Делайте добро тем, кто навредил тебе. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал: наладь родственные отношения с теми, кто рушит их. Прости тех, кто притеснил тебя, и делай добро тем, кто сделал плохое для тебя. Не смотри на них со злостью, не говори им, что они такие-то и такие. Этот нуждающийся в Аллахе 15 лет тому назад жестко выступал против них. Моя такая реакция была неправильной. Но я не отказываюсь от своих слов, то есть знаний и мазхаба, которые я распространял. Но все же говорю, что более приближающим меня к Аллаху, более лучшим для сердца, я нашел необходимость не говорить плохое о других. В рамках знаний отвечайте, не молчите. Ведь некоторые вводят людей в заблуждение, такфирят их, ругают друг друга, выносят такфир великим имамам ислама. Ругают их. Это недопустимо. В этом случае надо ответить и разъяснить. Но не злись на них, не держи зла в сердце своем. Если же почувствовал такое, то прочти дуа за него. Аллах очистит твое сердце из-за бараката этого дуа. Знайте, что они не враги нам. Некоторые представители Ахлю Сунна начали смотреть на них как на врагов из-за вреда, причиняемого ими. Но знайте, что они не враги нам. Наши враги — это те, кто убивает наших братьев в Палестине. Это и есть наши враги. Наш враг — шайтан. Наш враг — это навс, который призывает к злу. Наши враги — любовь к мирскому. Наши враги — наша прихоть. Эти наши братья заблудились, не знают, но мы будем с ними вежливы. Ответим им ясно и четко, будем любить их и проявлять терпение. Если будете стойко стоять на нем, они обратятся к вам. Насколько у нас не хватает правильного поведения, настолько и подвержены люди влиянию тех, кто ругает, и тех, кого ругают. О Аллах, даруй нам тавфик во всем. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبه عليك إلا ما أكرمتنا في ساعتنا هذه اللهم إننا نتوسل إليك بسيدنا محمد